остался с лета 19-го года. 2 года почти прошло. Так, и вон стоит автобус, сейчас туда пойдем. И на вокзал. ЖД вокзал Бестяха. Все, я думаю, это будет третье и последнее видео про поезд. Чемодан я же положила сюда. Людей очень мало и сказали, что можно ехать. В общем, это вот закуток, это полностью мое. Смотрите. Здесь я была уже зимой, видео тоже есть на канале. А это все люди идут в наш поезд ехать до Нерюнгри. Все-таки мне повезло, что никого не было, когда мы выезжали из Якутска. Вот в Южной Якутии, в Алдане лежит снег, сугробы такие. 26 мая. Нерюнгри. Все, я приехала в Нерюнгри, сейчас сижу на вокзале, жду следующий поезд. Дорога прошла хорошо, мне очень понравилось и повезло, что из Якутска до Томмота вообще никого не было. Нас там было, не знаю, человек 10 на весь вагон, и каждый, видели, да, видео, что в каждом отсеке было по одному пассажиру всего. Можно было спокойно лежать на любой из нижних полок, или на любой из верхних полок. Вот это вот мой основной багаж. Здесь все необходимое для поездки. А здесь еда. Чек-листы у меня также уже опубликованы на сайте. Сейчас буду питаться. Началась какая-то погрузка. Я не знаю, это мой или нет, потому что написано Нерюнгри-Хабаровск. А мне ехать до Сковородино. Я так поняла, что мой вагон в Сковородино цепляет к другому составу. Продают безалкогольные бальзамы. Впервые такое вижу. Стандартно чипсы, дошик, шоколад. Так, а еще пассажиры могут заказать еду, так же, как мы это делали в декабре. Вот обед вегетарианский 306 рублей. Ассорти, суп, овощи. Ужин 276. Приносит сразу к месту. Салат, картофель.
Меню различается по дням. Вторник, четверг, суббота. Сегодня у нас четверг. Завтраки. Вот такой бюджетный вариант подороже. Вот. Обед за 534. Закуска, борщ, рис. Здесь вообще прям всего много. Это детский рацион. Салаты, борщ, филе, фрукты. Найди, конечно, здесь жесть. Все, я подошла до вагона ресторана. Работает с 8 утра. Нет билетников, так сказали. Пейзажи меняются, все становится зеленее, красивее. Здесь видно, да, что уже лето на подходе. Короче, я пришла в купейный вагон. Я говорю тихо, я не знаю, почему я говорю тихо. И вот здесь я буду ехать, ну, хотя бы до Читы. А если повезет, то прям до самого Улан-Удэ. Я уже пообедала. Вот такие вот у меня салфетки с собой. На сайте Другой туризм уже опубликована статья, где я составила список необходимых предметов и продуктов питания. Кстати, какой вид красивый за окном. Я прям не могу нарадоваться. Здесь моя еда. Видите, пакет уже уменьшился. Но здесь нужные вещи. Все остальное в том вагоне. Я пришла в вагон-ресторан на завтрак. Время 8 утра. Здесь никого нет. Я уже сделала заказ. Сейчас буду завтракать. И вот такой завтрак: чай, гречневый хлебец и рисовая каша с маслом. Приятного мне аппетита! Приехали на какую-то станцию. Это, по-моему, последняя длительная курительная остановка. И все, и дальше будет Улан-Удэ. На данном маршруте уже 12 лет работаю. Именно. А маршрут у вас какой? Новосибирск-Владивосток. Вот это расстояние преодолеваем. Здесь у нас свои тонкости в работе, то есть большие станции, Чита, Красноярск, где много всегда посадка пассажиров происходит. И в этом плане все поездные работники постоянно на чеку. Это касается и посадки пассажиров, помощи для доставления багажа в вагон, для комфортного размещения. Могут застелить постельные принадлежности, помочь чай доставить до места пассажира. Вот мы сейчас с вами едем в составе 19 вагонов. Да, сейчас это большой поезд. Это большой считается? Это самая максимальная длина, его 19. В зимнее время он не больше 10 ходит, так как пассажиропоток уменьшается, и в 2 раза, соответственно, схемы уменьшают поездов. И куда все эти вагоны идут? Мы все равно где-то их оставляем, отцепляем, какие-то другие здесь идет сейчас сборная, у нас идет 4 вагона головные до станции Тайга, перецепляются и едут до Новокузнецка, Кемеровскую область, люди едут. 4 вагона в Новосибирске остаются. И 5 вагонов в Нерюнгри, Новосибирск, также в Новосибирске отцепляются. И состав из 4 вагонов дальше до станции Омск еще идет. То есть очень большое разнообразие мест, куда могут купить в один поезд пассажиры, но доехать до разных направлений. И это очень комфортно тем самым, что
вагоны без пересадочного они направления идут в одном поезде Владивосток-Новосибирск, а по тайге перецепились, и пассажир уехать может Новокузнецк, вообще в Кемеровскую область. Но это очень хорошо доступно стало. Не надо ему где-то бегать, там, искать пересадку какую-то. Он сразу купил от Читы до Новокузнецка, и все, он вагон перецепился к другому поезду и доехал уже до своей станции туда. Могу ли я купить место в женском купе, либо в купе я хочу путешествовать вместе с своей собачкой, либо с кошкой? Есть такая Да, возможность? такая возможность существует именно при приобретении проездных документов. В кассе можно задать этот вопрос кассиру, что вас интересует женское купе. Это вагоны повышенной комфортности, они едут в составе поезда, есть двухместное СВ. Нет, Спальный вагон. Да, то есть там, ну там цена, конечно, подороже, но тем не менее комфорт более удобен. При выкупе там всех полок пассажир имеет право собаку бесплатно провозить, там кошку с собой, она уже будет в стоимость билета включена. Ну и вагон номер 6, там он купейный, но он как бы чуть пониже уровня, эконом-класса называется. Тоже вагон-ресторан предоставляет дополнительное питание, оно включено в стоимость билета. Вагон-ресторан это все готовит с ножа, у них всегда свежие продукты, и все это доставляется пассажиру на их места, непосредственно они там кушают. Ну, могут и договориться в салон вагона-ресторана прийти, там пообедать, либо поужинать, смотря у них по времени суток, какое меню было выбрано. Стандартное оно как подразумевает завтрак, обед, ужин. Это которое комплексное, да? Вот Да. Есть там сухая часть, это так называемая шоколад, там то и горячее, это вот первое и второе. Оно предоставляется уже непосредственно, повар приготовил, все там разлили по чашкам, пассажирам раздали. Если я придерживаюсь какой-то диеты, и я, ну и плюс я ограничена в средствах и не хочу тратить деньги в вагоне-ресторане, Так. потому что я видела, что в некоторых вагонных ресторанах, не в этом поезде, а в другом, когда я путешествовала, цены были выше намного. Могу ли я взять с собой еду из дома и разогреть ее у проводников? Да, в этом плане, если вагон оборудован микроволновой печкой, то без проблем можно подойти к проводнику вагона. А как я узнаю, оборудован он или нет? Нужно спрашивать? Спросить, да, у проводника служебное отделение, туда вход посторонним лицам запрещен. Вы, конечно, об этом не узнаете где-то на станции, а именно вот к проводнику обратились непосредственно. Все в этом именно плане для пассажира, то есть мы всегда доступны и ни от кого не отстраняемся. Даже если этот вагон не оборудован свечей-печью, всегда этот человек, проводник, может найти где-то в соседнем вагоне эту СВЧ-печь, где она есть, и без проблем разогреть эту еду. То есть здесь никаких сложностей не будет возникать. Если я еду из Якутска в Анапу на море с пересадкой, и я где-нибудь в Новосибирске отстала, заснула от поезда, там осталась на вокзале, что мне делать? Мои вещи остались в вагоне, а я на вокзале. Вам надо обратиться в первую очередь к дежурному по вокзалу на этой станции, где вы остались. Ну и плюс, когда поезд уехал, то проводник обнаружит, что пассажира нет на месте. Тем самым он уже будет, так сказать, бить в колокола. Начальника поезда ставит в известность. И мы, если действительно выясняется, пассажир отстал, связываемся. Всегда есть мобильный телефон служебный, номера телефонов с тех станций, какие мы проследуем. Все, мы с дежурной связываемся. Да, вот он, Иван, остался здесь. Его вещи мы с помощью 2 свидетелей собираем, акт составляется. Подопись, да, что-то? Да, подопись, бритва, там что, все перечисляется туда, полный перечень. И на следующей станции большой, где оборудована камера хранения, мы эти вещи сдаем. То есть пассажир, когда он сядет снова в поезд, он без проблем будет проезжать эту станцию и заберет свои вещи. А если я не отстала, если я решила по пути исследования сойти в том же самом Новосибирске и осмотреть город, могу ли я это сделать? Потому что в советское время, я знаю, было И сейчас такая возможность. все это есть. В пути исследования имеет право пассажир на 10 суток сделать остановку. То есть у вас от Якутска до Анапы билет не пропадет, вы в Новосибирске вышли с поезда, предупредили сразу дежурную по вокзалу, она вас проводила. А вас должна предупреждать начальника поезда, что я решила сойти? Да. Мы просто у себя в документах делаем запись, что пассажир с 5-го места
следующий до станции Анапа, вышел в Новосибирске. Все, мы свою функцию прекращаем. А вы на вокзале обращаетесь в билетную кассу, вам в билете делают штамп, продлевается ваша поездка на 10 суток. Я должна что-то доплачивать? Нет, абсолютно все это в рамках закона, ваши действия конкретные, и ваш билет не пропадает. То есть вам его перекомпенсируют на другой поезд, без всякой доплаты, и вы продолжите свое путешествие дальше. В пути следования разные у нас тарифы имеются для пожилых людей, 60+, то есть тоже скидки уже для таких пассажиров предусмотрены. Дети до 5 лет вообще бесплатно проезжают в поездах, от 5 до 10 у них детский билет 50% стоимости. Верхние полки всегда скидка на них, она была и есть и будет. В плацкартных вагонах также боковые места всегда дешевле, чем в купе. Ну, путешествовать в поезде одно удовольствие, то есть всегда можно посмотреть, какая у нас страна большая, какие города прекрасные, реки, большие расстояния, да. Преодолеть их пешком невозможно, а на поезде всегда очень хорошо. С кружечкой чайка, всегда свежий кипяток. И поэтому для пассажиров у нас всегда комфортно. И душ предусмотрен, кто хочет воспользуется. Вагон, ресторан, салон посещают. В каждом вагоне есть бесплатные шашки, шахматы, домино в пути следования. Пассажир может воспользоваться, попросить у проводника, допустим, игру шахматы, все. Ему дали, он может играть домино также. Ну а также в каждом вагоне реализуется много кондитерских изделий, вода. Допустим, у людей закончилось пути следования, тот же лимонад захотели ребятишки. Всегда можно к проводнику обратиться и приобрести. Цены доступные, не шибко здоровые, такие огромные. Ну вот так. РЖД. Путешествуйте с комфортом.